Каждый год 18 апреля отмечается Международный день памятников и памятных мест. Человек имеет память и неотъемлемую ее функцию забывания. Чтобы выжить, человеку нужно было помнить о самом главном. Так появились памятники. Сначала наскальные рисунки, потом могильные камни, а потом в конце концов возникли специальные композиции посвящения. Памятники устанавливаются в общественных местах, чаще всего на открытом воздухе. Они отличаются крупными размерами, долговечностью материала. Памятники увековечивают людей или события, которые приобрели всеобщую известность. Нельзя поставить на городской площади памятник лицу, которое близко знает только сам скульптор, например, его жене, брату, другу, тогда как создать их портрет для выставки или музея вполне возможно. Воздействие памятника, стоящего на площади и созданного для всех, хочется назвать категорическим. Можно не пойти в театр, в кино, на выставку, можно не прочесть книгу, но нельзя не заметить воздвигнутый на площади монумент. И наш народ не остается равнодушным к произведениям монументальной скульптуры. Возле памятника всегда можно видеть людей, останавливающихся, чтобы внимательно рассмотреть скульптуру. На гранитных пьедесталах памятников очень часто лежат букеты цветов. Это трогательный знак уважения и любви нашего народа. Но прежде чем мы с вами узнаем памятники нашего наследия, давайте познакомимся с прекрасной музыкальной композицией. Песня называется «Алеша». Музыка Эдуарда Колмановского, слова Константина Ваншенкина. Как вы, наверное, уже догадались, песня посвящена памятнику. Итак, давайте послушаем. Белеет ли в поле пороша, 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 белеет ли в поле пороша, и гулкие ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, болгарин русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Под страшной ношей, под страшной ношей, немало под страшной ношей легло безымянных парней. Но то, что вот этот Алеша, 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 но то, что вот этот Алеша известно Болгарии всей, к долинам покоем объятым, покоем объятым, к долинам покоем объятым, ему не сойти с высоты. Цветов он не дарит девчатам, 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 цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Как солнце и ветер, привычный, как солнце, как ветер, как в небе вечернем звезда. Стоит он над городом этим, над городом
ли в поле пороша, и булки ливни шумят? Стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, болгарин русский солдат. Дорогие ребята, давайте же проведем небольшую экскурсию по памятным местам села Никольский. Вашему вниманию один из самых значимых памятников нашего села, который в народе известен как Үсыстык, но на самом деле его название звучит как памятник бойцам 226-го Петроградского полка, разгромившим белобандитов. Он посвящен бойцам 226-го Петроградского полка и добровольцам-красноармейцам из местного населения, участникам установления советской власти, разгромившим белобандитов 22 июня 1922 года. Памятник установлен в 1973 году по проекту скульптора Винокуровой Евгении Николаевны, первого скульптора женщины Якутской АССР. Памятник сделан из железобетона. Он расположен в нашем поселке на улице Протопопова. Дом-усадьба семьи Полищенко. В селе Никольский Намского Луса после установления советской власти старинная улица была названа в честь Петроградского полка. Построенный в 1903 году, дом одного из первых хлебопашцев Федора Полищенко в 1922 году служил штабом повстанцев во главе Семенова Георгия Леонидовича и был свидетелем кровопролитного братоубийственного сражения. Дом расположен по адресу Республика Саха-Якутия, Намский Улус, село Никольский, улица Петроградская, 24. Сейчас вы посмотрите небольшой отрывок о ходе Никольского сражения. Рассказывает краевед Тарас Прокопьевич Никонов. Он надевал сей туга камыта воллаганаттан эрдекеленнек төгүрүй бүттер. Канан наступление, канан чугуя сиддерегер коловорети белеген маттан намга олсаганы конты крестер, намга бара сиддерегер эскодрон тоян турбут. Манан аллара үрәгә туруллар гертинне пулеметтак жоннар тинне тоян турбуттар. Оннан прястер кыгыллар пехота бола маттан бар да? Пехота боллагана бу маттан келер. Онда бир пушка турду. Онно бир пушканы турар буттар. Онтаны таллар, онтаны тыйларга. Онда кимен кири болбу пыгла, манна бу тугунан тола манан бурдук син окуапалактар бит. Ол онда жонда сыстан кийиненнер, онда тоян Вашему вниманию монумент Мяңе-Тас. Он поставлен в 1997 году в честь памяти кровопролитного сражения 22 июня 1922 года. Как вам уже известно, одно из самых жестоких по своим масштабам и жертвам в истории братоубийственной гражданской войны в Якутии. Скульптор Бочкарев Василий Васильевич. Камень-гранит привезен из Казахстана по инициативе группы интеллигенции республики Шамаева, Луковцева, Пестерева, Николаева, Ухан. На южной стороне монумента имеется надпись на латинском алфавите, в переводе на якутский звучит как «Күн кихите көмүскес, айы кихите агынығас, өлөрү көйбіт өлбөт, көңіл көңүллүбет». На северной стороне монумента имеется надпись Никольской, бәсеген сүдбе бир сүдбе 2 күннері, тыгынча 900 сүдбе 2 сыл, гражданской сереге өлбүт хан уру жомут кирегер. Памятник «Помним, гордимся, благодарим». Ежегодно 9 мая, 22 июня торжественно проводятся митинги и возлагаются траурные венки, букеты к мемориалам солдатской славы. Этот памятник построен в 2010 году в честь 65-летия победы над фашистской Германией. Архитектор Сысолятина. Выполнили работы Осипов, Тихонов. Памятник расположен по адресу Республика Саха-Якутия, село Никольский, улица Протопопова, левая сторона федеральной трассы около озера Маланья. Часовня. Это восстановленная часовня Никольской слободы во имя преподобного Никодима Киева-Печерского правосворника XIX века.
построен усердием крестьян, освященный по чину часовни в 1907 году, 19 апреля. Построен в честь 200-летия хлебопашества в Нанском улусе в 2009 году. Площадь участка 0,097 га. Строители Протопопов, Сивцев, Герасимов, Дьяконов. Часовня расположена по адресу Республика Саха-Якутия, Намский улус, село Никольский, улица Петроградская, 2/1. Обелиск. Обелиск поставлен 27 сентября в 1989 году в честь празднования 180-летия начала хлебопашества в Намском улусе. В открытии памятника были старожители села Никольский, которые занимались земледелием в Намском улусе и их дети. Среди них почетным гостем был заслуженный деятель науки РСФСР и ЯССР, доктор исторических наук, профессор Ордена Дружбы народов Государственного университета Георгий Прокопьевич Башарин. Он выступил с такими словами. Добрый день, труженики сельского хозяйства Намского района, потомки первых земледельцев, участники праздника 180-летия начала хлебопашества на Никольской земле. Я много лет занимаюсь изучением истории начала земледелия. Сегодня очень рад, что приглашен к этой знаменательной дате вами, дорогие труженики села, намские товарищи. Я горжусь вами, потомки первых землепроходцев на Намской земле. Я знаю, что плодородная это Никольская земля. Вы, намские друзья, на мой взгляд, вы пионеры, что первыми в республике организуете такой праздник урожая. Начало земледелия в вашем родном районе на Слеге. Обелиск расположен по адресу Республика Саха-Якутия, Намский улус, село Никольский, улица Протопопова, 14, на территории музея землепользования имени Шарапова. Мельница Топчанка. Мельница Топчанки – это уникальные постройки якутских мастеров, олицетворяющие урожай и плодородие родной земли. Эти уникальные по своему строению и происхождению творения памятники деревянного зодчества якутов хранят в себе тайны и загадки, волнующие по сей день сердца и души многих поколений. Мельницы имеют специальные механизмы, обеспечивающие передачу усилий с вращаемого животными вала на жернова. Ценность мельниц для народа Саха была огромна. К ним съезжались жители близлежащих сел и наслегов для помолки зерен пшеницы, ржи и ячменя. На сегодняшний день в мире сохранилась лишь одна действующая мельница-топчанка. Эта мельница-топчанка построена известным мастером Дьяконовым Семеном Васильевичем Уран-Ус в 1932 году в местности Угункюль Сланского наслега Чурапчинского района. В 1977 году переведена в Черкёхский историко-мемориальный музей имени Дмитрия Кононовича Сивцева Суарона Амалона в Татинском улусе Республики Саха-Якутия. Благодаря ее реставрации президентом Республики Саха-Якутия Николаевым Айсеном Сергеевичем осенью 2019 года она стала единственной в мире действующей мельницей-топчанкой. В нашем селе имеется копия мельницы Черкёхского историко-этнографического музея. Наша мельница построена в 2009 году в честь 200-летия хлебопашества в Намском улусе. Расположена по адресу Республика Саха-Якутия, Намский улус, село Никольский, улица Протопопова, 14, на территории музея землепользования. История нетленна, как огонь, замрет на миг и вновь являя пламень. Она взойдет, могильный сдвинув камень, и тот, кто к ней потянется руками, тот бросит сердце на ее ладонь. Вот такими прекрасными словами хотелось бы завершить наш медиаурок. Изучайте памятники, любите и берегите их. Спасибо за внимание.